Друзья, вот и закончился турнир Найза 68. Турнир, знаешь, Нурбек, сразу к тебе обращение. Я обычно все ругаю, и вот сегодня первый день, когда я должен сказать, что удался турнир на славу. Мне прям все понравилось, народу было много, бои хорошие. Снимаю шляпу, ну я просто без нее, вот Сула может снять волосы. Я все-таки скажу, что круто, получилось. Все-таки, да, основной рецепт успеха – это полный стадион, да? То есть даже если мы Мухаммеда Хайбати и Фаниля где-то в закрытом помещении при там озвучивании гонораров до 100 миллионов тенге провели бы, такого бы эффекта не получили бы. И тут вот сразу же хочу обратиться к каждому нашему фанату, каждому нашему зрителю. Они двигатели, вы это все вы делаете. Мы организовываем, наша команда, все вместе приезжаем, но вам выбирать, сделать этот ивент громкий на весь мир или нет. То есть вы будете смотреть, будете писать комментарии, будете покупать PPV или подписку. Все от вас зависит. Вы можете сделать лигу, которая вот у нас на родине, популярнейшую на весь мир. Сула, ты принципиальный зритель Лиги Найзы, плюс у тебя прям очень хороший, скажем так, глазомер. Какие-нибудь все-таки недостатки заметил? Потому что, мне кажется, о достоинствах турнира глупо говорить. Турнир реально собрал полную арену, были яркие бои. Может быть, было что-то, Сула, что ты заметил, что можно будет исправить к следующему турниру, например? Ну, я так скажу. В общем, никогда не спорьте с Харабалой. Хайбати, зачем ты сюда приехал? Все равно проиграл. Вот. А турнир был очень даже симпатичный. Я бы сказал так. Были несколько, так скажем, поединков, которые, на мой взгляд, все-таки соперники были неравны абсолютно вообще просто. Поэтому и закончились так быстро. Но было несколько поединков, которые просто бомбические однозначно. О которых мы будем говорить еще очень долго. Которые, скорее всего, будут участвовать как бой года однозначно. И атмосфера, да, я, коллеги, с вами полностью согласен. Просто волшебная, однозначно. Дидар, ты смотрел все бои очень пристально с комментаторской позиции. Давай о чем-нибудь прям ярком нам расскажешь, что больше всего запомнилось сейчас по окончанию турнира Найза 68. Мы ведь обычно с оценок начинаем. Мне кажется, вот это твердо 9 из 10. То есть можно идеально, но вот давай вот это оставим какой-то запас для того, чтобы провести, ну, просто супер. Потому что, да, я согласен с Сулой, что есть какие-то бои, где, наверное, серьезный разброс с точки зрения силы бойцов. То есть неконкурентный поединок, наверное, Шаратова, который там просто снес оппонента очень быстро. Но при этом я бы отметил несколько имен. Первый бой, который я ждал, для меня он был абсолютно наравне с Фанилем и Хайбати. Это Гасанов против Саралапова. 100%. Противостояние, которое так долго мы ждали, оно переносилось. В конце концов, мне нравятся бойцы, которые просто не выбирают соперников и говорят очень серьезное имя, готовы принять такой уровень оппозиции. И вот с Гасановым так и сработало. Но мне кажется, это абсолютно уместная остановка от судьи. Мне казалось, что там ненужный урон уже получал Эльжан в какой-то момент, но при этом это все равно классные, как минимум, 2 раунда, где в какой-то момент Гасанов мог перехватить инициативу. Это супер. Плюс много имен. Ну, Абулхасан, мне кажется, уже рвется. И то, что он будет биться с Бижаном, для нашей наилегчайшей весовой категории это крутое противостояние. По-настоящему. Парень умеет взаимодействовать с публикой, может зажигать. И это хорошая находка. Ну а Бижан, мне кажется, очень опасный парень. Мне вообще кажется, что команда Тобет Топ Тим — это такая команда народных чемпионов. Ребята принимают всегда жесткие вызовы, всегда до последнего дерутся, независимо от результата. Очень круто себя показывают. И вот, мне кажется, знаешь, ты каждый раз говоришь, что сначала давайте подписки делайте, потом мы даем бонус. Ну заслужили, Нурбек, заслужили же. Ильжан и Тамерлан. Знаешь, вчера на Стардауне вот было много разговоров вокруг этого поединка, что Ильжан боится, да, и так далее, спрыгивает. Ну, то есть, вот вчера я лично сам так не думаю, потому что, ну, я знаю эту команду. Я не знаю. слышал таких разговоров. Ну, были, типа, Серьезно? когда до этого он снялся с боя, Да? в связи с травмой, кажется, да, было так. И что-то начали говорить, типа, вот, он не хочет с ним драться, там, еще что-то. И там даже история, как бы, не только с ним повторялась, но еще и с
с Самандаром, там, Гасаном и так далее, и так далее. И что я хочу сказать? Я увидел этот настрой, когда он, знаешь, выходил. Гасанов вообще не в первый раз бросает вызов парням крупнее себя, сильнее себя. Ну, по крайней мере, со стороны так видится, да? Помнишь, это был узбек парень, как его, Али Хожаев, да, фамилия? Тут вот Саралапов, да, они хотели подраться. И у него есть такие амбиции, это же хорошо. Он сегодня вышел, как он красиво рассказал, да? Как он красиво, преподнес это все, да, там. И Он смог еще и Саралапова в нокдаун отправить. да, то есть были моменты, где он там заставил спотыкаться Саралапова, да? Почему он проиграл, Нурике? Как ты, вот твое мнение, почему он проиграл? Но знаешь, я больше чем уверен, что у него не было в тактике в первом раунде бороться, то есть до конца. Возможно, там, когда ему тактику ставили, ребята сказали один раз попробуй, если получится, Я согласен, загрузи. полностью. И вот Зря этих он начал 3 или долго, да, 5 вообще. таких попыток было силовых проходов, когда он вытягивал вверх, это все накопилось, и вот в конце второго раунда это все дало о себе знать. Согласен с тобой, 100%, брат. Однозначно. Знаешь, я так понял, у него вообще в тайском боксе очень хорошо получается встречать после ног, и он это продемонстрировал, когда Саралапов начал лау пробивать, мидл-кики, то есть в корпус. Тогда он его встречал руками очень хорошо, очень хорошо. И это, знаешь, это прям было похоже на то, что вот-вот сейчас он его уронит. Вначале мне показалось, что у него что-то газа мало в пушках. А когда он во втором раунде, да, кажется, чуть подсек или в первом раунде дал, и Саралапов там споткнулся, я понял, что это возможно, и это сейчас может произойти. И Саралапов понял. Но, конечно же, да, вот можно понять Саралапова, да, у него какой-то опыт там небольшой и так далее, и так далее. Но отдать ему должное, этот парень вообще какой-то, интересный. Он только-только вроде бы высыхает, как будто бы бензин кончился, как будто все. И тут он проходит такой молниеносный проход. Он вроде бы вот-вот устал. Непонятный еще Да, проход. вот-вот устал, Абсолютно и такие непонятный. хайкики пробивают, и удары. То есть в конце что это было вообще? Были жесткие удары там, после Печень. ног руки, Печень ноги и была, так далее, и так далее. Ну, круто. Так, что по бонусу? Я не отстану. Бонус. Надо посмотреть. Вообще, опять скажу, если было бы с чего платить, Ну вот смотри, полная арена. Да. Столько билетов купили. Да. Может, найдем? я бы, знаешь... Пару тысяч. Надо посмотреть расходы и доходы. Короче, Потом не будет бонуса. выровняться. Я отвечу за Нурбека от бонуса. No money, Вася. Не, знаешь, я не жадный. В свое время было так, что я продавал и квартиру. Но я хочу, чтобы наши ребята научились, что нужно платить за все это. Нужно платить за билеты. Нужно платить за подписку. Тогда мы сможем развиваться, тогда мы сможем расти. Они должны понимать это. А иначе это будет односторонняя игра. То есть Алидар Булхатович наш один из, единственный мой партнер, который там нереально кучу денег сюда влил. И все время просить ему говорить, он тоже должен понимать, что мы зарабатываем, люди должны... У нас срочное включение. Почему? Барбер с машинкой прибыл в студию. Уже? Серьезно? Давайте это оставим на десерт под конец, да? Да, оставим тогда под конец. Мы договорим? Ничего себе. Подождем еще минут 15. Нет, вы сказали, есть 40 минут. Сула, если ты скажешь, Парень не за надо, 10 не прилетел. будем сейчас делать это. Нет, давайте сделаем сейчас все, господи. Нет, давай тогда интервью закончим. отложим. Зачем это в нашем подкасте? Это позже мы поставим центр стул и сделаем это. Для платных подписчиков. Кто купит подписку, увидит. Нет, кто сейчас Давайте купит про подписку турнир прямо поговорим. сейчас, тот подойдет, тоже может сбрить какой-то клочок волос. Он затронул Абулкасыма, вы видели, да, его? Вот он, я этого парня никогда не знал, он жик-пижек. Но что он делает? Этот парень делает все правильно. Дай бог ему там дальнейшего развития, здоровья. Но этот 53 вес, это же наш же такой азиатский вес. И мне нравится, что он, знаешь, делает все правильно и стремится вперед, готов драться каждую неделю. Красавчик. Мне кажется, единственное, вот чего ему не хватает, это веса. Вот если бы еще 5 килограммчиков было бы сверху, хоть это и такой азиатский вес, очень мало бойцов, и он самый яркий из них, в этом его Как проблема. мало? У них в весовой категории уже 12 человек. Из них там 3 или 4 это чемпионы мира. По грэпплингу, по жик-пижеку, по аиге, по гамме, ММА. И Багдад Жубаныш, который там 3-кратный чемпион мира. Я его видел сегодня, он, кстати, Да, здесь был. он... Он в углу был. Ну, я думаю, между ними мы поединок не увидим, но там же есть Эхтишам с Индии и
За Таджикистана сегодня дрался. Бижан. Такой, да, уже такой нашинский боец, да, который там второй раз удивляет своими завершениями. Дидар, хотел тебе задать вопрос, как человек, который комментировал все бои. Еще раз на это заострю внимание. Фаниль Рафиков вызвал Дамира Исмагулова. Дамир Исмагулов, я так помню, что был же у тебя, по-моему, на интервью. Как тебе эта схватка? Хотел бы ты увидеть ее в одном из главных боев вечера турниров Найза. Мне кажется, это очень удачный выбор. То есть, но остался ли порох? Ну, и, точнее, есть ли желание у самого Дамира биться здесь сейчас с голодным бойцом? Я знаю, что он ищет сейчас краткосрочный контракт, и он очень хочет на Запад. Просто совпадает ли его желание с тем, что сейчас предлагает Фаниль? Но для Найза, мне кажется, это очень интересно. Но это опять контракт на один бой. Но это совсем другое. То есть Климов в хардкоре, давайте без обид, и тот бразилец Валаш Прайд, но это не те, кто может доставить проблем Дамиру. Прямолинейный, но уж слишком. Ну, можно же будет, да, сказать, что, наверное, в этом бою будет разыграно звание лучшего легковеса Казахстана. Да, 100%. И это классная идея просто организовать такое противостояние. Я знаю, что у них нет личных счетов. Дамир, извиняюсь, но нет. У нас 70 есть серьезные пацаны, которые могут обидеться. Нам нужно имя, Сула. Мне кажется, как будто бы параллельно вот эти два мира сейчас развиваются. То есть есть Фаниль Рафиков, который борется и бьется с медийными бойцами, но это нормальная практика, если это привлекает интерес аудитории. Так это сработало сегодня. Вы говорили о том, что кто-то знает Перса, но не знает Фаниля. То есть мы об этом договорили до начала подкаста. Но при этом я бы отметил, что пока я направлялся сюда, наоборот, как раз таки, я столкнулся минимум с 10 людьми, которые там подходили, что-то интересовались, фотографировались, и все они говорили, главный бой сегодня Фаниль, он ведь из Павлодара. Они все его знали, и, Перс — это крутое имя. Но Дамир — это еще и, мне кажется, конкурентный поединок. То, чего не хватало в бою с Персом сегодня. Я просто хотел отметить молодых, Миш, и Ильяс Альгириев, который бился в первом бою, мне кажется, у него хороший потенциал. Я бы прям еще бы какую-то премию выписал, бонус небольшой буквально, но этому парню, Даниялу Шарипову, за его супер волю. Ты ведь видел этот поединок, когда он поймал его, Аслана Искандерова, казалось бы, да, небитого проспекта, точно Шарипов выходит в роли андердога, а он побеждает. Причем они уже дрались до этого. Да. И тогда он... Это был крутой реванш. Почему проиграл? Что с ним такого происходит, что вот он психологически вообще сдает после одного удара? Искандеров? Это же вроде первый раз, нет? Это второй поединок. Нет, где Искандеров так проигрывает. Да, вообще первый раз проиграл. Я видел первый поединок Искандерова. Я тогда, если честно, засомневался в нем. Не в том плане, что как бы он что-то может. Я сам лично с ним спарринговался. Спарринги ему нет равных. У него очень тяжелые удары. Они сильные такие, жалящие. У него хорошая борьба вольная. Грэпплинг тоже на хорошем уровне. Но где-то парень в другом месте летает во время поединка. Я согласен. Да, и первый поединок, когда я посмотрел, мне кажется, ему тяжело настроиться. И это вопрос не физической, функциональной подготовки, это вопрос ментальной, психологической подготовки. Что-то, видать, настрою мешает, но это всего лишь какой-то очередной его поединок, если ему это надо. Я знаю, что как бы он, знаешь, он не совсем там 2 раза в день тренируется. Это и есть истина. Насколько я знаю, что там не каждый день тренируется парень. Бывает так. Вам потом спарринговать еще? Бывает так, знаешь, как бы пропускает. И вот эти пропуски, они дают о себе. Этот спорт, это очень требовательный, сильный, сконцентрированный. И, знаешь, наверное, ни один вид спорта не сравнится с этим видом спорта. Здесь очень сложно. Очень сложно, и здесь надо отдавать себя полностью. Как мы знаем, да, на практике, если 365 дней в году, ты как минимум, чтобы UFC-чемпионом стать, должен делать 500-600 тренировок в год. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы
конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Я еще хотел обсудить один возможный бой. Совсем недавно, в прошлом бою, Фаниль Рафиков стал двойным чемпионом Лиги Fight Nights и Лиги Найза. Он специальный титул для этого был разработан. Сейчас у Fight Nights новый чемпион. Я не знаю, видел ты или нет. Ахмед Алиев забрал титул чемпиона. Очень яркий ударник, представитель школы Ушу Саньда. Как тебе история сделать еще один бой объединительный? Камил Гаджиев в левом углу, Нурбек Карабалов в правом углу. В чем прикол, да? Я, не в обиду сейчас никому. Когда ты говоришь Нариман Абасов, я знаю его по боям там Fight Nights. Когда ты говоришь Хайбати, я тоже знаю его по боям Fight Nights. Но почему-то я вот этого парня не могу вспомнить. Даже как бы на глаз. Он вчера стал чемпионом? Он до этого вчера был, турнир был до этого еще, да, вчера, Сочи, да? Вчера стал да, чемпионом. Ну, я вот, видишь, силу вот этих стердаунов, гостей и вот этих поеданий бичпромаков я пропустил. Но мы с Камилем обязательно это обсудим. Мы каждый день с ним на связи. Кстати, Кстати, вот Камиль был одним из инициаторов подписания с Ударом, телеканалом, и участвовал в этом, да? Круто. Ну, для Фаниля, по-моему, нужно же более медийного чувака. Прям действительно, то есть был Абасов, сейчас Перс. Ну, даже если чемпион... Ну, а кто вот медийный? Не, знаешь, у Камиля же есть этот, за ним идет такой момент, где он мстит всем, кто выиграл казахов, да? Казахстанских бойцов. Ну вот, наверное, найдется такой боец, который там в свое время выиграл нашего казаха, и Фаниль с ним сразится. А вообще мечта Фаниля — это побиться с Дастином Порье и нокаутировать его. Вот вам медийный бой. Ну, конечно, там придется отвалить денег. Нет, смотрите, да? Вот Фаниль, ему сколько лет, скажите? Кто знает? 31. 31 исполнился. Мы там видим в UFC 40-летних. Я вообще сейчас на него смотрю, мне кажется, он в легкую может попасть в эту лигу. Я думал, ты скажешь, я на него смотрю и хочу сделать бой Нурбек Карабалов, Фаниль Рафиков. Ну, возможно, будет спарринг, но бой точно пока нет. Мне кажется, ты победишь. Ну, он 100 пудов драться не будет, посучит, сдастся по-братски. Дидар, какой-то еще громкий, интересный бой, может быть, из тех, которых ты ждешь, или тех, мы которые про Фаниля и про Хайбати все поговорили так? Или мы оставили? Как-то мы чуть-чуть... Нет, вот сейчас давай в самый конец, потому что опять Хумаюн. Мне кажется, вот такое третье направление у нас, плюс медиа пошло. То есть понятно, что Хумаюну будет сложно, скорее всего, биться с другими там полусредневесами, но его медийка, его желание, его лояльность, как кажется, к Найза, это, мне кажется, тоже важный инструмент, который может повернуть к нам там узбекскую аудиторию. Я бы хотел посмотреть. Ну, нужен не знаю, соперник, кем, честно. Нужен соперник, да, я тоже мне не кажется, знаю. именно. Там же идет такой прогрев мощный за пояс BMW, как они там озвучили, медиа-пояс БМФ, Даулету Сербай, который сейчас на весь Казахстан гремит имя, после каких-то определенных событий, и там актер он, да? Ну, Даулету нужен Шавхал Я вам Чурчаев, сейчас я так скажу понимаю. такую тему с Инсайд. Хумаюном. Я же взял у него интервью. Я Инсайд говорю, отсюда. есть какое-нибудь вообще обращение Даулету? Он говорит, это интервью можете посмотреть у меня на наш BSKZ инсте. Он говорит, Даулет, красава, поддерживаю тебя. А Шавхалу, говорит, я еще шапалах раздам, говорит. Каканский шапалах, говорит, ждет. Не слог в слог помню, но еще гляньте. То есть Хумаюн уже, хочет схватки именно с Шавхалом. Тройничок такой, да? Непонятно. Но он, мазу кидает за Даулета. Я понять не могу. Вроде бы мы же с Даулетом бой готовили. Ну ладно. Нет, об этом еще поговорим. Он хочет побить Бигжана, а потом за Даулета, а потом побить за него уже и Шавхала. Однозначно, Хумаюн, знаешь, что мне нравится? Вот он готов драться каждый месяц. Вот так сегодня, и происходит. да, вышел парень, тоже с примерно таким же рекордом, как у него, неплохо
как бы вот вроде бы был риск, вот вроде бы там борьба и так далее, и так далее. Чем он выиграл, к сожалению, в этот момент не был, но я как понял, сабмишн, да? Кимура, да? И что с Сисимбаевым, что с победителем Найза Кэмп, что теперь его ждет? Кстати, офигенный бой. Поездка в Таиланд. Офигенный бой. Потом контракт дашь парню или все-таки рано Однозначно, еще? он достойный пацан, достойный. Понравился тебе бой его? Да, да, и Глеб понравился. Хорошо зарядились. Да, офигенно. Ребята, знаешь, как бы первый раз в жизни подрались, ну, можно сказать, да, там самый серьезный свой поединок при большой арене, в таком как бы составе, да, где Хайбати там. Для них, я считаю, это очень хорошо сыграет на медийку, хорошо сыграет на рост какой-то определенный. Мне понравилось, Глеб подошел, знаешь, ни на секунду не расстроился, говорит, дайте мне там 66, я там готов дальше себя проявить. Крепкий парень, мы его в Актау видели, он полюбился, ну, по крайней мере, нашей команде, ну и многим там ребятам, которые смотрели это реалити. Миш, и твое мнение по поводу финального поединка, потому что Серик Ноян все говорил о том, что не ожидал Перс, что Фаниль пойдет за удушающим, а он нашел этот выход. И как будто бы оказался не готов Перс, просто у него не хватает скилла, что ли, или он его растерял в ММА. Твое видение ситуации. Ну, я еще раз повторю свою важную и главную мысль, что Фаниль сейчас в очень хорошей форме. Я это говорил еще перед боем с Нариманом Аббасовым. Я реально, когда увидел, как он себя разогнал в Осетии, понял, что это действительно уже не Фаниль Рафиков, Фаниль Рафиков, например, там 2-0 или, может быть, даже 3-0. Совсем другой боец, очень высокого уровня. И если говорить, что Перс выше уровнем Фаниля в медийке, то определенно, что там Фаниль на голову выше в боях. И для меня это был прям очевидный исход. Сула все хотел высказаться. Ну, по поводу Хайбати и Рафикова. Давайте также отметим Эдуарда Базрова, тренера Фаниля Рафикова. То есть я был на контакте с ними. Очень хорошая работа. Вот у Фаниля была всегда проблема. Ему стоило, если у него что-то не получается, и если кто-то ему еще и втыкает в голову, так скажем, да, у него сразу настроения, нету там. Где мои вещи, я пошел домой, что-то в этом роде. Но вот несколько боев подряд он показывает именно характер. Потому что сейчас вот Хайбати, я считаю, что он выиграл, он мог проиграть здесь. Был момент, когда он поплыл, но он проявил именно характер. Он локтем его рассек прям между бровей. Туда попал. Но знаешь, еще был такой момент, помнишь, с Ханбеком? От Ханбека же он упал. Тогда он... И после этого вышел с Узбеком, с Машраповым. И вообще непонятно, что показал. Там другая ситуация. Там же был перевес, да? Машрапов просто вышел что-то там 6 килограмм. на 10 килограмм больше. Знаешь, у Фаниля никаких проблем с функционалкой, там, с техникой, тактикой, наверное, вообще нету. Он очень хорошо готовится, ответственно. Единственное, если Фаниль захочет хорошо настроиться, мне кажется, он выиграет любого. Любого, реально. Да. Как мне сложно это признавать, мой лучший друг Фаниль Рафиков. Но он крутой чувачок. Но если он действительно в себя начинает верить, если перестает плыть, и думать то, что... Я не знаю, о чем он думает, но иногда вот его поражения были все из-за того, что... я не знаю, там у него там... просто тупо перестает верить в свою победу и проигрывает. А когда он все равно... Вот все его победы, наоборот, на характере. Именно характере. Когда он переламывал этот поединок, проигрывая. И сейчас было то же самое. Был момент, когда он поплыл, когда Хайбати реально на газ надавил, а он контратаковал, так скажем. Не, я поспорю, не плыл. Лучше не спорь, Михаил. Не плыл. Мне, конечно, наоборот, вот я видел, как он сейчас заряжался в раздевалке. Видишь, видел, я как волосы поставил, я вот так настолько спорю. Окей. Уже не на что будет. Нет, я видел, как Фаниль заряжался в раздевалке, видел, как он выходил на бой, он танцевал. И он приходит теперь уже в клетку получать удовольствие. И мне кажется, что это вот действительно немножко другой уровень психологический, когда ты выходишь кайфовать от того, каких результатов ты достиг в зале. Мне кажется, вот так вот. Твое субъективное мнение, я тебя уважаю, но я с ним тоже, опять же, не согласен. Это немного не то же, брат, какой он в клетке и до клетки. Вот как говорил товарищ Харабаланов. Когда закрывается, это совершенно все по-другому. Он может танцевать, петь, кричать, орать, там, быть счастливым.
Но клетка закрылась, и совершенно другие тебя еще и ударили. И все там, то, что ты танцевал, пел там, уже уходит на задний план. Ты можешь проиграть. И вот здесь вот надо проявить характер. И Фаниль вот проявляет этот характер, чувачок. Молодец. Нурбек, я думаю, что бои мы обсудили. Хочется поговорить про турнир Найза 69. Какой-то такой небольшой анонс. Что ждать людям? Соберем ли мы опять целый зал? И какие у тебя вообще ожидания от грядущего? От этих эмоций сегодняшних даже не могу вспомнить, что будет в 69-м. Однозначно, ребята, будет очень круто. Будет Макдеси и Даниил Донченко. Уже Кто будет? Донченко с кем? Макдеси, боец UFC. Вообще не знаю. Не знаешь? Но 100 пудов узнаешь, когда увидишь его поединки и самого бойца. Все, вы мне рассказывали, все, я понял. Но номер 69 зато какой сексуальный, да? 69. Может, сразу на 70 перейдем? Мы об этом мы еще поговорим. Знаешь, я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех наших ребят, которые сегодня вместе с нами выехали, десантировались в городе Караганда. Где в Караганде? Каждый из вас, наша команда, вот эти операторы, которые стоят за камерами, все ребята, которые вместе с нами работали, местная федерация, ребята, которые нас встречали. Всем большое спасибо. Мы делаем историю, и этот день, я думаю, в Караганде будет такой момент, когда будет говорить, это было до Найзы или после Найзы. То есть мы однозначно здесь оставили след. Будем продолжать его развивать. Я думаю, не последний турнир. Так что, карагандинцы, особенно фанаты, вам большое спасибо. Вы сегодняшний турнир сделали очень крутым. Я просто хотел поблагодарить за эмоции всех карагандинцев и Найза. Потому что сегодня я давно такого не чувствовал. У меня нет какого-то волнения, когда я выхожу. Просто есть вот это ощущение, что ты на одной волне со всеми. И как будто бы каждый, кто сюда пришел, он понимает, что будет происходить. И мы все от этого будем получать удовольствие. Вот это сегодня, мне кажется, и превознесло турнир. То есть даже не количество людей, а то, как они реагировали на все, что происходило здесь. Выходит боец из Индии, поднимает руку, они все просто толпой начинают его поддерживать. И мне кажется, это ощутил абсолютно каждый. Вон там, когда, кстати, вот выходили бойцы, вот по обе стороны зрители, короче, чук-чук-чук. Это было круто. Да, я тоже просто подтвержу ваши слова. Кайф. И еще здорово, что настолько получилась теплая атмосфера у нас в ледовой арене, что не было ни одной драки в зале. Я на самом деле думал, Топим лед. Кстати, лед чуть потаял. ну не чуть, там вода уже под нами. Завершаем, Миша? Да, я думаю, что завершаем. Важно. Турнир Найза 69 совсем скоро. Не забывайте покупать на него билеты. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте Найза ТВ. Можно посмотреть на сайте наших друзей Спорт Плюс. Можно теперь из других стран посмотреть на телеканале «Удар». Подписывайтесь на все наши социальные сети. Это и наш Инстаграм, наш Ютуб, наш ТикТок. И все вот меня сбоку подсказывают. Барбер ждет. Я думаю, что вот будет классная точка завершения. Выход. Мы завершим. Думаете? Да, подкаст завершим. Просто... Да, смотрите, что получилось Сразу скажу, ребята, я был готов не брить Сулу. Но Сула настаивает сдержать свое слово. Я думаю, ему тоже волосы. Что значит настаивать? Я не настаиваю, я просто говорю, я проиграл, надо побрить голову, баста. Мне кажется, ему надоели его волосы. Они мне не надоели, ничего подобного, но я проиграл. Ну, хочешь, не брейся. Я хочу не бриться, но я побреюсь, я же проиграл. Ну, ладно. Я очень хочу не брить. В команде лысых прибыло. Дидар, ты следующий. Я так рад. Не, смотрите, Сула старше меня, я его считаю своим братом. Но то, что он будет лысым, и нас будет трое, это будет круто, мне кажется. Друзья, встретимся на турнире Найза. Дидар, так что давай присоединяйся. Меня на Спорт Плюс не пустят, ребят. Нельзя. Здесь Фаниль и Рафиков будет просто. Всем ассаламу алейкум. Обязательно подписывайтесь на нас. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на бойцов. В инстаграме Найза ММА, Нурбек Карабалай и многие-многие другие, которые здесь сидят. Да. Дидар и Вестник ММА. Всех мы вас любим. Вам большое спасибо. Покупайте подписку, помогайте нам развивать ММА вместе с нами. Делайте нас богаче. Да, их богаче.
Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира.